Добрый день, уважаемые горожане города Якутск. Меня зовут Андрей Данилов, я политолог по своему образованию и специальности. На сегодняшний день у нас идет яркая, острая и очень интересная борьба за кресло мэра, так сказать, города Якутска. По-научному называется глава города, если быть точным. На сегодняшний день идет очень много кандидатов, аж 8 человек на наш маленький 300-тысячный город. Среди них есть только несколько реальных кандидатов и один кандидат от партии власти, который активно скрывает свое причастие к ней. Что очень странно, учитывая то, что он выиграл праймерис. В дальнейшем я еще хочу подчеркнуть тот момент, что нынешняя стратегия партии власти – это скрывать свою принадлежность к ней, хотя баллотируются от нее люди весьма охотно. Не знаю почему, как говорят нынешние зумеры, это, видимо, для них зашквар. Идем дальше. На сегодняшний день, опять же, используются разные предвыборные технологии. Людей, так сказать, пытаются всячески очернить. Некоторые представители, технические кандидаты и их ставленники в территориальную избирательную комиссию активно пишут жалобы, делая вид активной работы в территориальной избирательной комиссии. Пытаются друг друга засудить, всячески подловив на технических ошибках, которые на самом деле не являются достаточно серьезными для снятия. На фоне всей этой обстановки Савва Анатольевич Михайлов, выдвинутый Коммунистической партией Российской Федерации, ее городским отделением, не подавал на сегодняшний день ни одной жалобы, не занимался очернением каких-либо кандидатов и ведет честную борьбу, о чем он призвал изначально. Я не знаю, чего планируют добиться люди такими манипуляциями и что хотят принести городу, когда к власти придет тот человек, благодаря ставленникам которого будет снят другой кандидат. Есть так называемые технические кандидаты, которые выставлены только для того, чтобы снимать других кандидатов. Это грязная политическая технология, я считаю. Но она имеет место быть на сегодняшних выборах. Что я еще хочу сказать? Хочу особенно подчеркнуть, что Савва Анатольевич Михайлов обладает большим опытом руководящей работы не только в общественных организациях, таких как Коммунистическая партия, Ленинский комсомол, вернее его наследник ЛКСМ РФ, но и руководителем, будучи строительного округа, человек не гнушается обычной простой работы. Он посещает людей, лично убирает мусор и организовывает субботники. А на сегодняшний день, если руководствоваться законом о муниципальном самоуправлении, основная задача главы города – это вопросы его функционирования. Вывоз мусора, бытовых отходов для того, чтобы дороги были нормальными и все остальное функционировало. То есть в целом его инфраструктура. Поэтому, уважаемые горожане, я призываю вас, это мое личное мнение, голосовать за Савву Михайлова по одной простой причине. Он молод, энергичен, ответит за свои слова и будет неплохим главой города. Спасибо.